высоком берегу извилистой Агидели раскинулся прекрасный город, столица Республики Башкортостан, Уфа. Много в Уфе милых сердцу уголков, но среди широких проспектов, зеленых скверов и красивейших улиц есть одна, которая дорога каждому незрячему жителю республики. Это улица Кирова, а на этой улице дом под номером 47. С виду обыкновенный жилой девятиэтажный дом, каких тысячи, но все дело в том, что первый этаж этого дома занимает Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых, единственная специальная библиотека по обслуживанию инвалидов по зрению в республике. Понять, как можно читать книги руками, если не можешь читать обычные тексты? Понять, как незрячий может работать за компьютером, если он не видит? Что высвечивается на экране монитора и как расположены буквы на клавиатуре? И понимает, что все возможно, когда есть такая библиотека, которую особые читатели называют проводником в мир зрячих. Потому что им необходимы постоянная забота и внимание. Поэтому библиотека стремится обеспечить равный доступ к информации всем группам пользователей, удовлетворять различные информационные запросы, содействовать образовательному процессу и помогать в социальной реабилитации. Сегодня библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями вышло на новый уровень развития, потому что изменилась не только сама библиотека, но и ее пользователь. Ему важно иметь возможность доступа к различным материалам и получать интересующую его информацию на доступных носителях при минимуме усилий, то есть в одном месте, оперативно, в удобное время, а еще лучше получить весь комплекс услуг, не выходя из дома. Но даже в современной библиотеке, насыщенной компьютерными и информационными технологиями, главная роль по-прежнему принадлежит библиотекарям. Именно они определяют качество библиотечного обслуживания особых пользователей. Библиотекари стали активно использовать в своей работе информационные технологии, заниматься проектной деятельностью, выпускать издания специальных форматов, вовлекать волонтеров и развивать социальное партнерство. У меня в руках первая брайлевская книга, изданная в Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых, учебные пособия для обучения чтения и письмо на башкирском языке, и рельефно-графическое пособие «Башкортостан на кончиках пальцев». Разница в них в том, что последняя книга сопровождается рельефно-графическими рисунками, то есть мы усовершенствуем издательскую деятельность, но сохраняем традиции, не забываем специфику и потребности наших пользователей. История создания библиотеки уходит в далекий 1935 год, когда в Уфе была образована первая библиотека для незрячих людей. С этой даты и ведется отсчет времени создания специальной библиотеки для слепых. Первоначально это была библиотека на общественных началах с небольшим фондом книг, изданных по системе Брайля. А в 1938 году по просьбе башкирской организации ВОС открывается новая городская библиотека номер 18, которая выполняла обязанности по обслуживанию инвалидов по зрению, проживающих в городе Уфе. Становление библиотеки шло своим чередом, росло число читателей. В послевоенные годы в общество слепых вступило большое количество новых членов. Это были инвалиды Великой Отечественной войны. Молодые, энергичные, они хотели учиться, получить профессию, стать полезными обществу людьми. Для них открывались учебные заведения, организовывались учебно-производственные предприятия. Соответственно, и в библиотеку хлынул новый поток читателей, участников войны, потерявших зрение на фронте. Их местом жительства была не только Уфа, но и другие города и села республики. Несмотря на тяжелые годы восстановления разрушенного войной народного хозяйства, в 1949 году распоряжением номер 193-Р правительства республики библиотека была преобразована в Башкирскую республиканскую специальную библиотеку для слепых. С момента придания библиотеке статуса республиканской, библиотека открывает передвижки в территориальных первичных организациях Всероссийского общества слепых, создает филиалы при предприятиях общества в городах Белебее, Белорецке, Стерлитамаке. Росли фонды, увеличилось количество читателей, встал вопрос о новом помещении. Строительство нового здания было завершено в 1986 году. Библиотека получила просторное помещение, в котором она находится по сегодняшний день. Имея особый контингент читателей, которым трудно работать с обычными книгами, библиотека много внимания уделяет издательской деятельности.
по изданию брайлевских книг, она занимает одно из ведущих мест среди специальных библиотек Российской Федерации. Это сегодня, а начиналось все довольно прозаично. Сотрудники специальной библиотеки всегда понимали важность издания собственных брайлевских книг для слепых людей, поскольку центральные специализированные издательства литературу краеведческой направленности издавали крайне редко, а на башкирском языке вообще не издавали. Незрячий читатель библиотеки Макарим Хусаинович Тухватшин начал работу над созданием башкирского алфавита еще в 70-е годы XX века. Но осуществить мечту читателей и сотрудников специальной библиотеки смогли только в 1992 году, когда на базе Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых был создан экспериментальный тифлоинформационный отдел, задачей которого стало оперативное предоставление информации незрячим читателям в доступном виде. В 1994 году при поддержке Министерства культуры Башкортостана и ПТК «Логос ВОС» библиотека получила новое компьютерное оборудование. С появлением новых компьютеров совершенствовалась технология издательской деятельности. В 1996 году библиотека для слепых начала работать в тесном сотрудничестве с государственным книжным издательством «Китаб», а в 2002 году был подписан трехсторонний договор между Республиканской организацией Всероссийского общества слепых, Башкирским издательством «Китаб» и Башкирской республиканской специальной библиотекой для слепых на издание книг в специальных форматах. Книги, изданные в БРСБС, тиражировались не только для фондов библиотеки и ее филиалов, но и для школы-интерната номер 28 для слепых и слабовидящих детей, где книги с графическими рисунками и сегодня используются на занятиях в качестве учебных пособий. С 2011 года библиотека выпускает брайлевские книги с рельефно-графическими выпуклыми рисунками. Освоен выпуск рукодельных тактильных книг. Еще в 60-х годах, как только у читателей появились тифломагнитофоны и книги на магнитной ленте, библиотека стала записывать говорящие книги на башкирском языке. Позже появилась возможность расширить тематику изданий. Начали озвучивать учебную литературу, законодательные акты, касающиеся социальной реабилитации инвалидов. Сотрудники библиотеки находятся в постоянном поиске путей и способов обеспечения доступности незрячих пользователей к информационным ресурсам. С 2002 года освоен самостоятельный выпуск аудиокниг на цифровых носителях. В 2005 году специалисты библиотеки совместно с Башкирской организацией общества слепых разработали проект создания электронных мультиязыковых аудиокниг, позволяющих пользователю самому выбрать язык для чтения. Он уникален тем, что библиотека на соответствующем оборудовании может создавать не просто новые книги на современных носителях, а книги двуязычные, что является особенно актуальным в регионе с многонациональным населением. Деятельность библиотеки по изданию краеведческих ресурсов, доступных для незрячих форматах, способствует обеспечению читателям, имеющих трудности в чтении плоскопечатных текстов, равного доступа к информационным ресурсам. Основа основ любой библиотеки – ее фонд, формированием и развитием которого занимается отдел каталогизации и развития фондов. Отдел обеспечивает обоснованное и целенаправленное формирование универсального фонда специальной библиотеки документами, имеющими научную, историческую, информационную, художественную значимость, соответствующими профилю библиотеки, изданными как на обычных, так и на специальных носителях информации, организует подписку на периодические издания в печатном и электронном виде для стационарной библиотеки и филиалов, выявляет и восполняет пробелы в комплектовании за прошедшие годы путем книгообмена, покупки изданий, принятия даров, издания тактильных и крупношрифтовых изданий краеведческой направленности для людей, неспособных читать плоскопечатные тексты, осуществляет обработку новых поступлений, создает, ведет и редактирует каталоги библиотеки, в том числе электронные, реставрирует книжный фонд библиотеки. В библиотеку для слепых ежегодно поступает более 8-10 тысяч книг разных видов изданий и специализированных издательств, брайлевские и говорящие книги на кассетах, компакт-дисках и флеш-картах, книги укрупненным шрифтом для слабовидящих, плоскопечатные книги из книжных магазинов центральных и местных издательств, собственные издания библиотеки. Отдел оснащен программным обеспечением АБИС «Руслан». Рабочие места сотрудников автоматизированы. Все издания, поступающие в библиотеку, проходят библиотечную обработку всех видов документов в соответствии с действующими нормативно-технологическими требованиями.
Обеспечение незрячих пользователей всех подразделений БРСБС необходимой информацией в звуковом формате внедрением новых информационных технологий занимается отдел информационных технологий. В нашем отделе выпускаются говорящие книги на дисках и флеш-картах. Для этого выбираются наиболее интересные произведения башкирских писателей и краеведческая литература. Выпускается учебная, юридическая литература, статьи из периодики, актуальные материалы. Отдел как создает собственную базу данных для записи аудиокниг на флеш-карты, так и заимствует записи с FTP-сервера РДБС. У нас выпускаются фильмы с субтитрами и тифлокомментариями. Закадровый голос диктора описывает происходящее на экране. Для этого выбираются фильмы классические, фильмы киностудии «Башкортостан», краеведческие картины на русском и башкирском языках. Мы работаем над оцифровкой фондов БРСБС, в том числе с применением программно-аппаратного комплекса для распознавания брайлевских текстов и их сохранения в цифровой форме. Осуществляется обучение поздно ослепших читателей основам компьютерной грамотности в стенах библиотеки и на дому. Помимо всего этого, в отделе реставрируются ветхие и утраченные говорящие книги, ремонтируются тифломагнитофоны. Библиотека располагает собственным сайтом, на котором представлена информация об имеющихся ресурсах краеведческого содержания и на родном языке. Кроме стандартной информации, на сайте размещены демонстрационные версии электронных книг, издаваемых в формате MP3. Любой желающий, зайдя на сайт, сможет прослушать демоверсии аудиокниги на башкирском или русском языках. Востребованность и привлекательность библиотеки зависит от набора и качества услуг, предоставляемых отделом обслуживания. К услугам особых пользователей общий, надомный и заочные абонементы, службы внестационарного обслуживания. Отдел обеспечивает библиотечное обслуживание читателей Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых, предоставляя им издания, имеющиеся в фонде библиотеки, через абонемент библиотеки, нестационарное обслуживание через библиотечные пункты выдачи, надомные и заочные абонементы, виртуальное обслуживание. Отдел ведет информационную работу среди читателей, обеспечивает их оперативной информацией о новых поступлениях, формирует читательский контингент, изучает состав пользователей, их запросов, интересов, потребностей, оказывает помощь в выборе литературы, проводит работу с задолжниками. Для обслуживания незрячих и слабовидящих пользователей отдел располагает широкой сетью пунктов выдачи при первичных организациях общества слепых, организациях и учреждениях, занимающихся проблемами лиц, неспособных читать плоскопечатные тексты, при общедоступных библиотеках республики. Книги из Уфы отправляются не только в другие подразделения библиотеки, но и читателям заочного абонемента. Заявки в специальную библиотеку приходят со всех концов республики, а отсюда отправляются бандероли. Надомным абонементом может пользоваться любой незрячий человек, проживающий в Уфе, который не может самостоятельно посещать библиотеку. Библиотекарь, обслуживающий читателей надомного абонемента, записывает заявки читателей, составляет списки, потом связывается с читателем, чтобы сообщить, в котором часу литература будет доставлена. Почти каждый день машина с интеллектуальным грузом колесит по улицам города. Для удобства незрячих пользователей пункты выдачи литературы созданы при воспитательных, образовательных, общественных организациях города Уфы. В определенные дни сотрудники отдела обслуживания выезжают в организации для обмена книг и проведения культурно-просветительских мероприятий. На абонементе собран универсальный фонд на различных видах носителей информации. Книги выдаются сроком на 30 дней, там же читателю оформят на прокат тифломагнитофон, необходимый для прослушивания книг на аудиокассетах, или тифлофлешплеер для прослушивания аудиокниг на флеш-картах. С 2012 года читателю доступна и такая услуга, как выдача на прокат комплекта компьютерного оборудования. Информационные технологии оказали существенное влияние на привлечение новых ресурсов для обслуживания незрячих пользователей, в том числе электронных изданий, полнотекстовых баз данных. Сегодня обслуживание идет на основе не только собственных фондов библиотеки, но и внешних ресурсов. Сотрудники отдела оказывают активную помощь незрячим пользователям в освоении новых адаптивных технологий. На абонементе с базы данных по индивидуальным запросам производится запись аудиофайлов на флеш-карты пользователей, имеющих тифлофлешплееры с криптозащитой. Здесь же идет регистрация пользователей, желающих из дома скачать говорящую книгу с сайта библиотеки. Для виртуальной связи с пользователями абонемент имеет отдельную электронную почту и Skype.
С 18 часов до 9 часов утра на абонементе работает автоинформатор на телефонном номере 272 70 14. Звонок для всех бесплатный. Автоинформатор содержит информацию о библиотечных мероприятиях и анонс книжных новинок и пользуется успехом даже у людей, проживающих в районах республики. На абонементе расположены постоянно действующие книжные выставки. Если абонемент является центром библиотеки по выдаче книг, то отдел организации досуга – это центр проведения различных мероприятий для особых читателей. Все торжественные и массовые мероприятия проходят здесь. В уютном зале на 60 мест собираются любители культуры, искусства и литературы. На мероприятия приглашаются артисты, писатели, музыканты. Часто гостями, а иногда и участниками проводимых мероприятий являются учащиеся коррекционной школы-интерната номер 28 для слепых и слабовидящих детей. Здесь проходят заседания клубов по интересам, громкое чтение актуальных статей из периодики, популярных книг в кружках громкого чтения. Здесь читатели общаются, спорят, делятся новостями, одним словом проводят свой досуг. Большой популярностью у читателей пользуется цикл краеведческих встреч «Дорогие мои земляки». Здесь проходит знакомство с творчеством известных в республике артистов, писателей и поэтов. Полюбился также читателям цикл мероприятий «Бенефис одного читателя», где проходит знакомство с талантливыми и активными читателями нашей библиотеки. В последние годы в нашей библиотеке при проведении различных мероприятий часто используется Skype. То есть те читатели, которые не имеют физической возможности посещать библиотеку, могут участвовать на мероприятии в режиме онлайн. Данные мероприятия направлены на расширение кругозора, духовного круга, общение любителей книги, на предоставление возможности проявить свои способности и таланты. В отделе организации досуга незрячий пользователь с помощью современных технических средств и программы речевого доступа JAWS имеет возможность работать за компьютером самостоятельно. Читать электронные издания, плоскопечатные тексты можно читать с помощью читающей машины Info. А слабовидящим печатные тексты доступны на экране монитора или телевизора с помощью электронного ручного видеоувеличителя. В отделе работают 3 клуба. Поэтический клуб «Свеча» с выходом на связь по скайпу, клуб «Открытых сердец», задача которого предоставление инвалидам возможности общения, обмена информацией в области домоводства, кулинарии, вязания, садоводства, здоровья и так далее, клуб «Кино без барьеров», где идет не только просмотр фильмов с тифлокомментариями, но и разговор об искусстве кино. В 2013 году в специальной библиотеке открыт детский центр «Лучик». В рамках реабилитационной работы специалистами центра проводятся групповые и индивидуальные занятия для детей дошкольного и школьного возраста. В программу индивидуальных занятий включены развивающие игры, чтение тактильных книг, чтение, лепка и изучение английского языка. Эти занятия очень важны для детей. Они позволяют ребенку адаптироваться в окружающем мире, получать навыки общения, развивать способности, а также подготовиться к школе. Основной целью групповых же занятий является формирование гармонично развитой личности, воспитание уважительного отношения к сверстникам и умение общаться. В 2015 году в специальной библиотеке при финансовой поддержке Фонда соединения «Город Москва» и читательницы нашей библиотеки, бывшего руководителя организации попечения о слепоглухих людях и людях с синдромом Ушера Эмет Нины Юрловой, создан досуговый центр для слепоглухих людей. Центр организации досуга и общения данной категории пользователей призван выполнять 3 основные функции. Это же, конечно, приобщение слепоглухих людей к чтению в библиотеке, организация досуга общения слепоглухих пользователей, ну и, конечно же, формирование культуры общения со слепоглухими, информирование общества об их проблемах и способах поддержки. В последние годы БРСБС становится методическим центром не только по обслуживанию незрячих пользователей, но и лиц с другими ограничениями здоровья. Библиотека готова передать опыт всем библиотекам республики, как работать с особыми группами пользователей, организовать обучение, поделиться методиками и просто советом. Инновационно-методический отдел – один из ведущих отделов библиотеки.
Работа отдела направлена на совершенствование деятельности специальной библиотеки как методического и координационного центра для библиотек республики по работе с людьми, имеющими различные формы ограничений жизнедеятельности. Специалисты отдела проводят анализ состояния библиотечного обслуживания инвалидов в Республике Башкортостан. Отделом ведется мониторинг контрольных показателей деятельности БРСБС и ее подразделений, мониторинг наличия в библиотеках ЦБС литературы в специальных форматах. Отдел выявляет, обобщает и распространяет информацию о передовых библиотечных технологиях, новых нетрадиционных формах работы библиотек РБ, работающих с инвалидами, а также библиотек для слепых РФ. Разрабатывает методические, рекомендательные и библиографические пособия, участвует в документальном обеспечении новых технологических процессов. Главный библиограф организует справочный аппарат отдела и ведет электронную роспись, так как библиотека является участником межрегиональной аналитической росписи статей МАРС. Ведется электронная краеведческая картотека. Сотрудники отдела занимаются подготовкой материала для выпуска журнала «Заман» и рельефно-графических пособий «Башкортостан на кончиках пальцев». Отдел организует проведение мероприятий по повышению квалификации библиотечных работников, обслуживающих людей с ограниченными возможностями здоровья. Принимает участие в республиканских семинарах, выездных тифлосессиях. С целью оказания методической помощи сотрудники отдела выезжают в филиалы, пункты выдачи, муниципальные библиотеки республики. Отдел осуществляет координацию и кооперацию деятельности БРСБС с другими библиотеками и организациями Республики Башкортостан, а также Российской Федерацией и зарубежными партнерами. Каждый год библиотека проводит конкурсы и викторины республиканского уровня. Сотрудники инновационно-методического отдела занимаются разработкой заявок, положений, условий, критериев оценки, конкурсов и подводят итоги. Республиканская библиотека имеет 3 филиала в Белебее, Белорецке и Стерлитамаке. Сегодня Стерлитамакский филиал – единственная модельная специализированная библиотека в Республике и России. Библиотека имеет хорошо укомплектованный фонд и может представить пользователю информацию на любом носителе и в любом формате. Специализированная модельная библиотека – это центр социально-бытовой правовой информации своего микрорайона. Новые технологии, творческая работа библиотекарей позволяет вести обслуживание читателей на высоком уровне, предоставляя информацию разнообразного характера. Это библиотека, где к категории особых пользователей относятся с максимумом внимания и теплоты. С 2004 года, благодаря программе «Сохраняя традиции внедрять новые», информационными ресурсами библиотеки пользуются не только незрячие и слабовидящие, но и инвалиды других категорий. В увлекательной и познавательной форме проходят вечера встречи, презентации, обсуждение новых книг, музыкальные вечера, литературные гостиные. Собираются на свои занятия участники клуба по интересам «Добрые советы для вашего здоровья». Располагающая обстановка позволяет читателям познакомиться с литературой различной тематики, пообщаться и отдохнуть. Созданное автоматизированное рабочее место незрячего пользователя дает возможность абонентам непосредственно в библиотеке читать электронные издания и иметь доступ к ресурсам интернет. С 2008 года в библиотеке филиале организована работа по созданию тактильных книг для незрячих. По итогам 7-го всероссийского конкурса на лучшую творческую работу для незрячих и слабовидящих «Далекому мужеству верность храня» в номинации «Лучшее тактильное рукодельное издание» рукодельная книга «Шинель», созданная по стихотворению Елены Бладининой, получила диплом 2-й степени. Сегодня главной задачей Белорецкого филиала Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых остается содействие социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. Читателям выдаются книги, изданные рельефно-точечным шрифтом, плоскопечатные книги, книги на кассетах, дисках и флеш-картах. Для людей с ограниченными возможностями здоровья очень важно общение, поэтому они с удовольствием приходят на интересные мероприятия, проводимые сотрудниками Белорецкого филиала. Наш филиал располагает справочно-библиографическими ресурсами. Здесь есть систематический каталог говорящих книг, каталог рельефно-точечных изданий, систематический каталог на плоскопечатные издания, краеведческий систематический каталог плоскопечатных изданий. Читатели филиала могут воспользоваться электронным каталогом на сайте Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. Белебейский филиал обслуживает членов Всероссийского общества слепых территориальной первичной организации.
членов Всероссийского общества слепых Белебеевского учебно-производственного предприятия, зрячих, работающих на предприятии учебно-производственного предприятия Всероссийского общества слепых, членов семей работников предприятия и инвалидов других категорий, живущих рядом с библиотекой и жителей близлежащих домов. Библиотека комплектуется литературой, которая поступает из Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. Справочно-библиографический фонд выделен отдельно от общего фонда и включает в себя справочные и библиографические издания. Для наиболее полного и оптимального удовлетворения информационных потребностей незрячих пользователей Белебеевского филиала изучаются их интересы, цели и мотивы чтения. Работа по обслуживанию книгой ведется в таком направлении, как выполнение читательских запросов по телефону и книгоношество отдельным читателям. Библиотекари Белебеевского филиала проводят массовые мероприятия на определенные темы к юбилеям писателей и поэтов, а также известных деятелей науки и искусства, к знаменательным датам жизни нашего общества. Сегодня все филиалы БРСБС оснащены необходимым оборудованием, чтобы незрячие могли воспользоваться ресурсами сети интернет, в том числе скачать говорящую книгу с сайта головной библиотеки. Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых с 1998 года является членом Российской библиотечной ассоциации. Сегодня библиотеку можно назвать республиканским хранилищем литературы для инвалидов по зрению, Центром по информационному обеспечению инвалидов разных категорий, региональным методическим и информационным центром для публичных библиотек по обслуживанию инвалидов в стационарном и виртуальном режиме. Это современный издательский комплекс по производству книг на башкирском и русском языках в доступных для незрячих форматах.